Были комментарии, были у меня даже внешние комментарии, которые не писались в Инстаграме, но при этом мне дали четкий посыл. А вот ты неправильно, это не то, что неправильно, это некрасиво для восточной женщины, это неправильно для мамы, которая имеет детей. После 40 я поняла, что не обязательно соответствовать ожиданиям людей, которые вокруг тебя находятся или окружают, и для которых, возможно, ты имеешь какое-то значение. Мое вот это не журналистское образование дало возможность интересоваться личностью человека, моего собеседника, без привязки вот этих вот стандартов и шаблонов. Подкасты – это всегда деньги нужны. Наверное, в любой работе. Хотелось бы, чтобы это приносило не только творческое удовлетворение, да, но еще финансовую какую-то поддержку. Привет! Академия трех медведей представляет очередной выпуск подкаста «Новые медиа». Это подкаст о таджикских журналистах. Мы говорим о трендах, успехах и новых проектах. Подкаст создан при поддержке представительства Института по освещению войны и мира в Центральной Азии в рамках проекта «Развитие новых медиа и цифровой журналистики». Меня зовут Зибо Таджибаева и мои гости, мои коллеги. Сегодня у меня в гостях Насибахон Аминова, основатель группы «Таджик Мама», автор подкаста «Мама сказала» и автор блога «Заметки на коленках». Добрый день. Я все подняла, весь твой бэкграунд сразу. Да. Насиб, ты себя считаешь блогером? Вот, наверное, на сегодня, да, считаю блогером, поскольку это уже утвержденное понимание немного той деятельности, которой я занимаюсь. Угу. Немного, совсем немного занимаешься? Совсем немного, потому что я считаю, что это все-таки дополнительное мое занятие. Оно абсолютно не отвечает моей потребности работать работу на моей работе. Так, а чем ты помимо блогерства занимаешься? Я возглавляю исполнительную дирекцию Ассоциации малого и среднего бизнеса, и потому, в принципе, блогерство там точно не присутствует в прямом виде. Но, тем не менее, ты создаешь разный контент и на разных медиаплощадках. Абсолютно верно. И при этом у тебя нет специфического какого-то специального образования журналистского? Нет, журналистского образования у меня точно нет. Я, в принципе, юрист по профессии, по специальности и, в принципе, применяю те знания, которые я получила на юридическом факультете. Но поскольку нас обучали очень хорошие преподаватели, нас учили размышлять, логически выстраивать, я не знаю, готовить законопроекты, да, то есть вся та основа, которая, в принципе, предназначена для правильного применения всех знаний. То есть правописать, составлять законопроекты, либо же рассматривать документы и давать юридическую оценку. Вот, наверное, в принципе, еще плюс желание писать с детства, вот оно где-то совпало и превратилось в увлечение, в писательство на коленках. Тебя тянет просто создавать такой контент? Наверное, я не знаю, сложно сказать, что тянет. Это, скорее всего, да, наверное, попытка самовыражения, потому как мне очень сложно, если честно, разговаривать на публике и что-то говорить вслух. Но мне легче всегда записывать свои мысли в блокнот, как я раньше делала, и вот сейчас в последнее время это гаджеты. Я, в принципе, использую телефон для фиксации своих мыслей, для фиксации своих заметок прежде всего. Сколько в день ты пишешь заметок? Когда как. Иногда по настроению могу писать хоть каждый день. В последнее время у меня, видимо, перегруз на работе, и я пишу очень редко. Это может быть раз в неделю я начинаю фокусироваться и где-то записывать свои какие-то заметки. Ты их потом все выкладываешь? Нет, конечно, нет. Там есть такие заметки, которые абсолютно не предназначены для всеобщего чтения и пользования. И для чего есть тогда? Какой-то, видимо, внутренний самоценз. Для фиксации того периода жизни, в котором я сейчас нахожусь. То есть фактически ты ведешь дневник? По сути, да. Дневник. А возвращаешься к тому, что было написано раньше? Возвращаюсь, особенно к тем моментам, которые, возможно, повторяются через год. То есть так случается, что происходят схожие события. И я в последнее время ловлю себя на мысли, что это, наверное, какая-то неотработанная кармическая связь, и мне нужно вернуться, чтобы ее правильно переосмыслить, сделать переоценку. И вот эти записи, которые я делаю, они мне помогают сделать переоценку взгляда на ситуацию. У тебя, в принципе, сейчас два основных направления. Это материнство и туризм. Верно. Что ближе? Сложно сказать и то, и другое, поэтому, наверное, они присутствуют практически в равной степени. А чего бы ты еще не пробовала, но хотела бы попробовать? В каком секторе? Неважно, да, там писать, опять же, заметки в Инстаграме, либо, например, делать подкасты.
Мне, к счастью, наверное, удалось попробовать практически все с точки зрения, я не знаю, журналистики. Это и попробовать себя в качестве ведущей на радио, и попробовать себя в качестве, условно говоря, писательницы в журналах глянцевых, и в том числе даже удалось выпустить небольшую книгу, что для меня это тоже было какой-то целью и челленджем, как сейчас называют. Да, это я помню «Бусинки», да? Да, абсолютно это верно. Сборник был и рассказов. Инстаграм – это возможность просто публикации своих мыслей, потому как это самопозиционирование, либо это потребность в самовыражении, и это вот одна из площадок, где можно делать все, что тебе хочется, и никто тебе не говорит, что это нельзя, или там тебя там неправильно воспримут. Нет, здесь уже открытая площадка. А бывает такое, что неправильно воспринимают? Воспринимают, и были комментарии, и были у меня даже внешние комментарии, которые не писались в Инстаграме, но при этом мне дали четкий посыл. А вот ты неправильно, это не то, что неправильно, это некрасиво для восточной женщины, это неправильно для мамы, которая имеет детей. Но это вот этот вот внутренний, видимо, трабл, который есть у людей, он выплескивается через оценку чужого творчества. Такой цензоры выступают, такие редактура в советском стиле. Некоторые, сейчас как блогеры, да, появляются. Кто-то хочет просто реализоваться как журналист, но при этом он не хочет идти в медиа. Да. Кто-то все-таки хочет быть узнаваемый, и кто-то хочет зарабатывать, а кто-то хочет влиять на общественное мнение. Вот для тебя все-таки что? Ты хочешь быть узнаваемой? Нет, я не хочу быть узнаваемой, хотя я знаю, что это часть моей жизни на сегодня. Я, скорее всего, все-таки еще раз повторю, что воспринимаю это как часть творческого самовыражения. Я не гонюсь за количеством подписчиков ни на Фейсбуке, ни на странице в Инстаграм. Мне важно для себя самой публиковать контент, который я не хочу хранить у себя в блокнотах. И для меня это важно. Ну и при этом находить единомышленников, тех, которых устраивает моя точка зрения, а возможно и не устраивает, но они ее воспринимают и не дают вот такую критическую оценку. Вот. А к критике болезненно относишься? Видимо, да, где-то я болезненно, наверное, мы все к этому относимся. Не хочу, правда, говорить за всех сейчас, говорю за себя. Во мне это есть. Наверное, это часть нашего воспитания, когда мы хотели соответствовать каким-то стандартам и нормам хороших, правильных детей. Поскольку семья у меня, в принципе, она была и есть а-ля советских стандартов. Папа сотрудник органов, мама преподаватель и такая активная женщина. И у нас было очень достаточно строго. У нас не было такого расхолаживания и свободы там, творческого самовыражения, скажем так. Бунтарство у нас не приветствовалось. И вот эта внутренняя самокритика, она, конечно, присутствует. И она до сих пор внутри где-то сидит. Таким червячком. Ты потом, вот когда кто-то тебя покритиковал, ты потом исправляешься? Или у меня, например, появляется всегда чувство бунтарства, и я хочу сделать назло. У меня сначала появляется внутренний блок, но поскольку мы же теперь саморазвиваемся, у нас есть такая возможность, я начиталась кучу профессиональной психологической литературы и спрашивала у подруг, я консультируюсь, у меня есть и подруги-психологи, я начала разбираться со своими паттернами поведения, как это звучит, со своими закорючками, которые сидят внутри. Я пытаюсь понять, что это мне говорит внутри для меня. То есть пытаюсь разобраться. Если мне больно на какую-то реакцию, значит, что-то во мне есть, что я должна осмыслить и переработать. То есть я иду реально по осознанному такому пути, по самосовершенствованию. Я понимаю, что это далеко еще идти. Но я для чего это делаю? Для того, чтобы просто разобраться в самой себе. Что мне мешает, что меня останавливает, что меня пугает и что меня, наоборот, вдохновляет. А забить просто? Я иногда и так и делаю. Я просто отправляю в бан людей, которые мне не нравятся. Я с удовольствием это тоже могу делать периодически. Но я же так человек очень тактичный. А потом начинаешь там в себе искать? Не всегда, не всегда. И когда я делаю с удовольствием, я понимаю, что человек не отработал свою карму, я его просто блокирую, пусть он разбирается сам со своими тараканами. А самоедство есть? Не всегда. В последнее время его все меньше и меньше. А может, это просто с возрастом мы понимаем, а зачем вообще вот этим скорее заниматься? Всего, да. После 40 я поняла, что не обязательно соответствовать ожиданиям людей, которые вокруг тебя находятся или окружают, и для которых, возможно, ты имеешь какое-то значение. Мы все разные, и под одну стандартную форму мы никогда не подойдем. То есть даже если у тебя есть близкая подруга, которая тебя знает на 100%, ты все равно будешь не соответствовать каким-то ее хорошим, правильным критериям там, человечности. Но при этом это же воспринимается нормально, то есть они уже тебя воспринимают как часть твоей, не знаю, культуры, как часть твоего присутствия в этом мире.
Как-то так. Ты решила заняться подкастами. Это твой опыт сказался работы на радио «Ватан», где ты вела программу «Чайхана»? Вероятно, да. Мне нравилось работать на радио, и за это я очень благодарна команде «Радио Ватан» на тот период. Для меня это был абсолютно новый опыт, новое погружение. Я человек, который абсолютно далек от медиа, системы, и тем более для радийного вещания. Я не предполагала, что это может втягивать. Мне понравилось брать интервью, мне понравилось обсуждать вопросы насущные о жизни. У нас не было такой специфики. Программа позволяла находить свободный абсолютно формат, и гости были удивительно интересные. Я подбирала людей, которые приходили ко мне, скажем так, в студию на запись, либо в прямой эфир. И мы обсуждали абсолютно разносторонние темы. И, видимо, как я после поняла, мое вот это не журналистское образование дало возможность интересоваться личностью человека, моего собеседника, без привязки вот этих вот стандартов и шаблонов. То есть я не пыталась идти по стандартному классическому формату интервью, спросить его со всех сторон. Вот мне просто интересно. Передо мной сидел незнакомый человек. Моя задача узнать о нем намного больше, насколько я могу, если мне это интересно. А тем более я понимаю, что этот человек ко мне пришел специально, то я начинала его разговаривать так, как я обычно разговариваю со своими близкими друзьями. То есть как, без например? формата. Ну, какой мог быть первый вопрос? Тут иногда мы согласовывали вопросы, честно говорю, потому что люди боятся эфира, люди боятся микрофона, как я поняла. Этот страх присутствует. Начинали абсолютно. Могли начать с детства, могли начать с любимой еды, могли начать вообще с принадлежности, поиска профессии, как человек пришел в эту профессию, если он представляет какой-то конкретный сектор, да, это музыка, допустим, это живопись. И как-то так разговаривали абсолютно обо всем. И потом уже технично подходили. Мне самое главное было выявить в нем человечность. Для меня основная задача была разговорить человека и выявить в нем, просто показать его как человека, не как представителя профессии. Профессия – это была его дополнение к образу. Мне важно было увидеть его личность, раскрыть его на какие-то внутренний потенциал, внутренние желания, опасения. То есть увидеть в нем простого собеседника, друга. Получалось? Когда были случаи, когда не получалось, были люди очень закрытые, и были случаи, когда приходилось долго разговаривать, но эфирное время, оно очень короткое, это, конечно, сложно. Были такие, как я считаю, это были не провалы, но, наверное, вот, специфика такая, да. Тебе не кажется, что вот как раз-таки подкасты выигрывают за счет того, что... Да. Да, у нас нету четкого регламента, да. То есть мы можем разговаривать с тобой 1,5 часа, и потом взять только самое главное, и это может быть там оказаться, что это вообще концовка. Абсолютно верно. Потому что человек раскрылся только под конец. Абсолютно верно, да. И поэтому подкасты меня привлекли именно вот этим форматом, что здесь можно миксовать и концовку поставить вперед абсолютно, да, и сделать акцент на каких-то других деталях, на которых бы сам человек бы не обратил внимания. Вот сейчас довольно узкая, да, аудитория для подкастов. Да, это родители, чаще мамы, чем папы. Но вот в любом случае для такой аудитории, да, особенно в Таджикистане, до нее очень сложно дойти, достучаться, донести его. Да? То есть я создаю подкасты, и как мне дойти до этой аудитории? И все равно ты выбрала эту аудиторию именно. Да, почему? Верно. Во-первых, это привязка к группе Таджик-мамы, которая существует. Как нас учили на подкаст-школе, скажем так, да, мы должны работать на целевую аудиторию, на которую мы смотрим. Скажем так, удивительно совпало, что моя целевая аудитория находится в той же группе, в которой, там 35 тысяч подписчиков, скажем. И я понимала, что этот контент будет нормальным и комфортным дополнением к той площадке, где можно обсуждать письменно вопросы. Да, то есть родители задают вопросы, кто-то им отвечает, те же родители, либо специалисты присоединяются. А подкаст – просто озвучка тех нерешенных моментов, которые иногда случаются и задаются родителями. Это, возможно, иногда как получается, что есть острый вопрос, на который неудобно даже комментировать. Родители иногда просто следят за чужими комментариями и не высказывают свою точку зрения. А во время подкаста у меня есть возможность задать хотя бы специалисту и прокомментировать конкретную ситуацию. В этом плане подкаст дает больше формата и больше возможностей. Сколько прослушивают подкасты? На сегодня у меня, это небольшая, наверное, цифра, 920 с чем-то прослушиваний. На вот эти
кстати, на первый сезон, да, на 6 подкастов. 6 выпусков. Да. Второй сезон тоже будет «Мама сказала». Второй сезон, в любом случае, «Мама сказала» — это название самого подкаста. Сезоны будут меняться в зависимости от моего интереса. А как у нас назывался первый сезон? Первый назывался «Мама Мия», то есть это была так прогонка, прокачка и просмотр интереса, вообще насколько это интересно или нет. Я заметила тенденцию, конечно, да, если тема актуальна, ее слушают, если тема так себе, то ее могут слушать только специфичные слушатели. Но здесь важно, наверное, немножко разогреть вообще нашу аудиторию. Как я понимаю, подкасты — это абсолютно новое направление, и люди не привыкли у нас слушать. У нас привыкли люди слушать радио, как фоновое слушание. Это не активное слушание. А подкасты дают возможность активно вовлекаться в интервью, делать паузы, когда нужно, прослушать его еще раз, если потребуется. Ну, по крайней мере, это я так иду, когда я слушаю чужой подкаст. И я думаю, что это возможность и научить нашу аудиторию, как правильно относиться к подкастам. Не как к контенту развлекательному, хотя да, есть подкасты, которые только развлекают, но как и возможность проанализировать моменты там, своей жизни, своего отношения к каким-то ситуациям. Вот как-то так. Ты сама активный вообще слушатель подкастов? Есть какие-то любимые подкасты, которые ты, или подкастеры, которых ты всегда слушаешь? Любимые я бы не сказала, я периодически слушаю, потому что это тоже возможность нарабатывать там слух, да, и видеть вообще, что творится в мире, да, я слушаю более близкие ко мне, это там, российские в основном подкасты, люблю абсолютно продукты, которые делает Арзамас или там Мел.ФМ, да, у них есть варианты, когда можно послушать, у Тинькова журнала неплохие подкасты. Да, кстати, мне нравится. Вообще мне нравится, какой контент создает Тинькофф. Абсолютно верно. Если честно, я была знакома с редактором журнала Тинькофф. Мы с ней познакомились, с Еленой Киселевой. Мы познакомились с ней в Ванкувере, когда мы поехали на стажировку в качестве аламников пула журналистов для конференции по женскому предпринимательству. И удивительный человек, она мне рассказала всю кухню этого Тинькофф журнала, как это создается. Я удивилась, и я реально восхищаюсь тем качеством, которое они предоставляют. Да, это и аудио, и видео, и еще и, я не знаю. Так у них вообще куча контента, да, но при этом они... Вот я всегда хочу, чтобы наконец наши банки поняли, да, что как необходимо вообще работать со СМИ. Вот самый лучший пример для меня, да, показательный пример, как работать банком или вообще любым коммерческим... Любой организацией работать с медиа. Абсолютно верно. Это нельзя назвать карманной медиа, хотя условно можно назвать. Но, тем не менее, такой подход качественный. Это не прямая реклама услуг Тинькова, это абсолютно финансовая грамотность всего населения. Полезный контент. Верно. От детей до взрослого населения. У тебя разные платформы, да? Ты Facebook взяла как основу для подкастов. Да, верно. А Инстаграм – это у тебя твои для личного больше. Я не знаю, что назвать личным или общественным, но, скорее всего, да. А ты все-таки заметки считаешь личным? Да, заметки – это больше лично. Здесь больше личного отношения, больше внутренней такой энергии, которой я не делюсь иногда на подкастах. Это больше все-таки такое вот но при этом у тебя там открытый профиль. Абсолютно верно. А смысл делать закрытый профиль для кого? То есть, товарищи, у нас есть, наверное, у всех желание, чтобы тебя читали. Это, наверное, у каждого блогера есть, или любого человека. Даже если он в этом не признается. Абсолютно верно. Это внутренний какой-то ценз, когда тебя читают и дают комментарии. Это показатель того, что ты интересен как единица в мировом вот этом шуме информационном. Поэтому, наверное, внутри нас у каждого есть такой внутренний такой критик, который ждет, дайте мне признание в виде лайка, да, или сердечко, или еще лучше комментария. Соглашусь, да, с этим без этого никак. Сколько времени у тебя занимает создание подкаста? Честно? Честно, да. Ты же монтируешь, в принципе, ты сама и чистишь звук. Но если говорить с технической точки зрения... Давай с технической, потому что это может быть... болезненно, да. Техническая сторона, конечно, занимает большую часть времени. То есть я поняла, что мне легко сесть и записать интервью, потому что мне несложно вообще разговаривать с людьми, то есть общаться. Я видела, как ты записываешь. Ты иногда вообще приходишь с чистым листком бумаги. Верно, абсолютно. Я только знаю фамилию, имя моего гостя, тему, которую мы заранее обговорили, а вопросы, они идут просто по ходу вот от бедра, да, как походка идет, точно так же. А вот если говорить с технической точки зрения по чистке и монтажу первоначальному, это, конечно, да, занимает время продолжительное.
первое время у меня занимало где-то до 2-3 часов чистки, потому что нужно было следить за каждой буковкой, за каждым произношением. И особенно в связи с тем, что у меня появились брекеты, я стала шепелявить, я стала замечать, что я проглатываю окончания, и для меня это стало трагедией в последнем моем подкасте, когда я пришлось вычищать даже вот эти вот проглатывания. О, ты целые слова убирала. Да, приходилось. С ума сойти. Да. Я просто скажу для наших слушателей, да, для наших зрителей. Дело в том, что на чистку подкаста, именно аудиоверсии, 10 минут подкаста – это час времени монтажа. Вот прям ровно как я засекала, минимум. Да, как минимум. Но это уже просто рука набитая уже, да? Да. Я там 10 минут, я чищу час. И удовольствие доставляет именно тот подкаст, когда у тебя приходит хороший собеседник с правильной дикцией, с отсутствием фраз, которые не нужны. Паразитов. И я вот сейчас просто в предвкушении, что нас с тобой практически не придется долго чистить. Я надеюсь. Потому что на самом деле я иногда просто... Однажды был случай, когда мне нужно было вычистить 50 минут, и на 40-й минуте я села и расплакалась. Я верю. Я реально расплакалась. Я настолько устала. Ну, у нас, в принципе, здесь все поделено. Да. Там Бехруз записывает и чистит на таджикском языке, я на русском, Искандар занимается монтажом, Фарход занимается деньгами. Я вот просто иногда сажусь и плачу, что я их уже просто не могу. Смотри. У журналистов бывает, то есть те, которые создают и выдают контент каждый день, очень часто приходят в стадию выгорания. Есть такое. Да, и то есть, потому что приходится работать с таким контентом, который, в принципе, не приносит удовольствия. У тебя есть такое? У меня, скорее всего, стадия выгорания тогда, когда я перегружена на основной работе. Я это заметила. Как только у меня идут большие активные проектные действия, я начинаю погружаться, соответственно, в проектную деятельность, и у меня очень мало времени уходит на творчество. И остается, вернее, времени на творчество. Вот тогда, скорее всего, идет выгорание профессионально уже на работе, и вот это сказывается на творческом запале. То есть мне тогда точно не хватает желания. Я забивала на запись подкастов. Я оттягивала максимально, насколько возможно, время записи. Это, кстати, самое плохое. Я знаю, я это абсолютно признаю за собой, вот этот свой минус. Но тут вопрос уже вовлеченности и реально грамотного распределения времени. То есть если у меня тайм-менеджмент хватает на мою офисную работу, то на подкасты, конечно, это нужно нарабатывать. Как ты с этим борешься? С эмоциональным именно выгоранием? Ухожу в горы, хожу пешком. И иногда занимаюсь вот таким незатейливым творчеством по типу рисовашек, работы с дневником личным, да, и медитация. Меня это спасает. Интересно. Что много просто там. Найти свой дзен. Да, найти свой дзен у меня стало в последнее время это вот потребностью. Что ты скоро начнешь нас консультировать уже как психолог? Как психолог нет, но как находить альтернативные источники пополнения ресурсов могу посоветовать. Духовно? Духовно, только духовно, да. Ты уже пробовала общаться с рекламодателями, что очень важно для подкаста, потому что дело тоже, в принципе, оно может быть и не такое затратное, как видео, но тем не менее деньги нужны. Да, абсолютно верно. Подкасты – это всегда деньги нужны. Наверное, в любой работе. Хотелось бы, чтобы это приносило не только творческое удовлетворение, да, но еще и финансовую какую-то поддержку. Удалось буквально, наверное, с 4-го подкаста ко мне поступило предложение о взаимосотрудничестве с компанией, которая занимается вовлечением детей в строительство конструкторов Лего. Для меня вообще Лего-система – это вообще идеальная система развития творчества и такого-то мышления у детей. И для меня было приятно, что мне предложили вот такое маленькое, совсем небольшое, но сотрудничество, да. Это случилось. Я надеюсь, тут вопрос уже к рекламодателю, скажем так, да, насколько им это нужно, потребности, есть ли у них. Но я думаю, что для них было интересно вовлечь тех родителей, которые развивают своих детей. Я благодарна, что для меня не потребовали изначально, допустим, использовать звуковую дорожку в качестве рекламы, а именно анонсировать какие-то продукты уже в рамках Facebook-группы «Таджик Мама». Но это совпадало с выходом подкаста. Вообще сейчас в последнее время стало модным, да, нанимать инфлюенсеров. Наверное, рекламодатели просто не жалеют деньги. Сейчас, наверное,
этими налогами немножко ситуация, возможно, изменится. Но это стало модным, а блогеры, соответственно, это как бы Я думаю, это нормально, потому как для нас важна не просто реклама сухая, которая красиво имеет визуал, я не знаю, аудиодорожку или еще что-то такое, но важно, наверное, протестировать какой-то продукт на нормальном, обычном человеке, и когда этот человек дает свой отзыв, это намного ценнее. Но тут еще надо уже понимать, что иногда вот эти инфлюенсеры просто пропихивают эту рекламу, даже если им она самим не нравится, как мне кажется. И тут уже вопрос к аудитории, как они воспринимают. Они должны выступать тем самым цензором, зайдет эта реклама им или не зайдет. Тут уже, наверное, еще доверие к самому блогеру, инфлюенсеру, кому угодно. Да, насколько они доверяют его компетенциям, навыкам. То есть, условно говоря, если мне сейчас дадут протестировать, я не знаю, сложно сказать, какой-то продукт, который я не использую в обиходе, мне будет сложно дать объективную оценку, потому как я им, возможно, и в дальнейшем не буду пользоваться. Да, вот есть дрель. Ну, я могу, конечно, продрелить там 10 дырок, но дальше что с этим делать? То есть я не скажу, что это супер дрель, потому что у меня нет опыта использования дрели вообще в обиходе. Сравнить, да, с чем? Да, потому вот, то есть надо понимать, кому что предлагать, видимо. Как ты воспринимаешь в подкастах? Нативную рекламу лучше или прямую все-таки? Вот наверное, мне очень нравится, да, потому что там люди некоторые дают тупо, да, просто вот врезку и все, а некоторые просто так извращаются и так придумывают. И это получается иногда так сногсшибательно. Я за нативную рекламу. Она не навязчива, она не бьет по ушам. И, наверное, это легче воспринимается. То есть так подмаслить, чтобы потом. А рекламодателя как уговорить на это нативно? Надо вот давать примеры. Мне кажется, нужно показывать примеры. Тут, может быть, еще все-таки зависит от продукта, который рекламируется. То есть очень сложно, может быть, подобрать ту рекламу, которая будет звучать достаточно мягко и естественно в самом подкасте и в контенте, который вы предлагаете. Вот это, наверное, сложнее всего. Поэтому, я говорю, для меня было интересно вот поработать с игрушками. В каком плане? Потому что эта тема всегда очень удобная для родителей, для прослушивания. И я изначально предложила, но сам рекламодатель посчитал нужным, что это не подойдет. Ну, не то, что не подойдет, пока на этом этапе они хотят видеть только текстовую версию. Потому что они не верят пока в прослушивания большие? Не знаю, может быть. Я не уточняла этот момент с рекламодателем, но я думаю, что это будет повод задуматься, для меня в том числе. Насколько они доверяют аудиозаписи. Почему все-таки стоит заняться, есть смысл, да, заняться подкастингом в Таджикистане? Я не знаю, почему. Скорее всего, этот вопрос нужно задавать тем, кто идет туда. Ну, ты же пришла, и ты собираешься писать второй сезон. Да, абсолютно. Но мне вот было интересно. Я пришла в подкаст, потому что мне интересно говорить и самое главное, что меня никто не видит в этот момент. Сейчас тебе дискомфортно, потому что мы пишем видеоверсию. Дискомфортно, потому что для меня видеозаписи всегда и видеоинтервью – это всегда дискомфорт. И были попытки давать интервью на видео, камеру, и я поняла, что это не мое. Я не человек изображение в формате видео, я могу сделать фотографию максимум. Хорошую, качественную, где я красиво выгляжу, и все хорошо. Но вот, да, аудио, наверное, дает возможность более широкую, комфортно себя чувствовать, не стесняться и говорить так, как тебе хочется. А блогингом почему стоит смысл заняться? Да? Если есть потребность в самовыражении, и если хочется писать, но ты не писатель и ты не журналист, смело надо идти в блогинг. Потому что сейчас нет критериев, нет жестких цензов, нет рамок. И приветствуется любой вид творчества, особенно в текстах. Да, то можно уже отполировать свой текст по стандартам журналистики, да, или по стандартам блогинга, что легче идет, что заходит, в каком формате писать, так, чтобы это не было сухо, либо научно, либо это совсем не было там, это я и моя машина, это мой дом и я на фоне дома. Это моя еда. Это моя еда, да. То есть хочется, да, картинки, мы обращаем внимание, мы на самом деле стали поколением, которое обращает на красивые картинки, мы, видимо, соскучились по этому визуалу, но, тем не менее, в нас, видимо, сидит вот этот внутренний читатель,
читатель, который хочет помимо этого еще получить и описание. Может быть, даже вот эти 2 заветные строки в Инстаграме, которые дают вот самое поверхностное понимание о том, о чем идет эта картинка. По-моему, это мы просто с тобой такие. Мы мыслим с тобой текстами. Вероятно. Да, потому что все-таки смотрят видео больше. Я просто сравниваю статистику, вижу, что вот 3-минутное видео, оно въезжает лучше, да, например, чем текст. Какой бы шикарный текст не был, какая бы история шикарная ни была, все равно просмотры видео собирают больше. Вероятно, но мы, наверное, всегда будем делиться на тех, кто воспринимает через слух, через глаза и через тактильность, да, поэтому нас вот и делит. Ты как больше все-таки лучше воспринимаешь информацию? У меня... Аудио или чтением текстов? Чтением текста, да, это больше, да. А аудиокниги ты слушаешь-то? Вот в последнее время, да, перешла только на аудиоформаты. На удивление, несмотря на то, что я все время проглотила, я не знаю, десятки тысяч книг, я могу сказать точно. Сейчас это вопрос безопасности для моего зрения. У меня большая миопия высокой степени, и я берегу свое зрение, потому что оно мне требуется в ежедневной жизни моей. И я поняла, что я могу безболезненно перевести потребность читать через потребность слушать книги. Первое время было комфортно или дискомфортно? Было дискомфортно, потому что я теряла нить. Я просто иногда возвращалась на какую-то страницу, условную страницу в чтении, в аудиочтении, переслушивала. Но это зато позволило мне в дальнейшем развивать вот этот слух. Потому что это возможность и слушать и собеседника, и на работе это дает преференции, да, когда ты можешь параллельно, как Гай Юлий Цезарь, и читать, и писать, и еще что-то творить там параллельно. Вот книги теперь меня выручают, аудиокниги. Я теперь их слушаю спокойно. Я почему спросила про аудиокниги? Я пока никак не перейду на этот формат. Хотела бы, потому что уже все там коллеги мои слушают аудиокниги, там подруги, а я все никак. Вот какой-то дискомфорт. Я начинаю слушать, и я понимаю, что на 10-й минуте я просто вырубилась. То есть у меня слух перестает обрабатывать информацию поступающую, и даже с этими онлайн-уроками то же самое происходит. То есть если ты еще видишь собеседника, да, там, например, в Zoom, ты еще как-то можешь реагировать. Если ты его не видишь, все. На 10-й минуте меня уже нет. Я начинаю потреблять информацию текстовую. Я понимаю. Но вот у меня такое случается, когда я обычно иду на прогулку, я одеваю наушники, я стараюсь ходить, соблюдать эти 10 тысяч шагов, которые очень сложно набирать каждый день. И вот меня аудиокниги спасают, но я начинаю отвлекаться. То есть я начинаю смотреть на небо, там птичка пролетела, мне это интересно, и какая книга, тут жизнь кипит. То есть в такие моменты я отвлекаюсь. Осознанно я никогда не сажусь слушать книгу, честно. То есть у меня нет такого, я пришла домой слушать книгу. Да никогда в жизни. То есть я еще до этого не созрела, чтобы специально сесть послушать. Я это делаю все параллельно, когда я иду на прогулку в основном. Вот, в принципе, и подкасты рассчитаны на то, чтобы ты... Да. Это параллельное потребление, и ты их потребляешь тогда, когда ты что-то делаешь. Да, готовишь ли дома, стоишь у плиты, да, или там убираешься, ты включил и слушаешь, параллельно ты слушаешь. А отзывы были от мам, что они вот так потребляют твой контент, твой подкаст? Слушая параллельно? Да. Нет, именно такого отзыва не было. Да? Да. Что, может их спросить об этом? Можно, кстати, задать вопрос, да, я думаю, когда ему удобнее слушать. Еще один момент. Вовлечение. Так. Вот ты пытаешься, да, то есть ты даешь ответ на вопрос, который, может быть, было некорректно, да, отвечать, например, в той же группе. А специально просить своих там одногруппниц задать вопрос какой-то. Или помочь создать какой-то подкаст, или тему выбрать. Что-то было бы такое уже? Вот была тема про половое воспитание. Это как раз-таки тема созрела из таких вот редких комментариев, и потом пару было вопросов в группе. Когда я поняла, что тема актуальна, она болезненна для всех, потому что у нас совсем разный подход к тому, что объяснять детям основы половой грамотности или не объяснять, или вообще как это правильно делать. Вот эта тема созрела. Но ты выбирала сама ее. Глядя на комментарии, да. Но так не было, что я не объявляла кастинг вопросов на подкасты. Хотя у меня до этого задумка была, да, что заранее объявлять темы, как это делает, условно говоря, Малахов, да, пишите свои вопросы по подкасту, там, по следующей программе. Вот такое же было желание, но я поняла, что пока мне легче сориентироваться самой. Потом, если я наработаю такую как бы хорошую аудиторию,
тогда я бы, возможно, задавала заранее, даже приглашала бы героев заранее, исходя из конкурсной, там, не знаю, основы. Супер. Ну, скажем было так. Да, было бы круто, да. Проголосуйте, кого-то пригласить. Да. Кого бы вы хотели сегодня послушать? Это же, наверное, этот статус, я не знаю, level God, да? Ну, нам иногда бывает такое, предложение. То есть люди сами, мы никого не призываем, люди сами пишут о том, что пригласите следующего вот этого. Все хотят видеть чиновников чаще всего. Ну, что, типа, задайте, пожалуйста, им там неудобный вопрос. Да. Ну, все же понимают, что не придут. Просто был комментарий, и мы как бы окей. Там тоже просто даже ответили. Если придут, они ответят в рамках, скажем так, специфики своей работы, чтобы не... Да, есть коробочка, и всё, в которой они работают, да. И это нормально, мне кажется, для... Что бы ты пожелала начинающим? Подкастерам? Да, подкастерам, блогерам. Какие вот есть, например, я не знаю, там основные 2-3 правила? Не бояться и вот просто начинать. У меня был страх боязни, вообще начала какой-то деятельности, только из-за того, что на тот период жизни, когда я вообще запустила страницу в Инстаграме, у меня был внешний цензор. Это был физический человек, который, не то что диктовал, который давал свою оценку и которая на меня влияла. То есть я, к сожалению, вот в данном случае, я говорю на самом деле, к сожалению, я прислушивалась к этой внешней оценке. Для меня было важно это. И я поняла, что я совершила громаднейшую ошибку, упустив определенное время. Сколько времени прошло с того времени? С того времени прошло где-то, наверное, года 2 или 3. То есть я потом все-таки пошла наперекор, я делала какие-то свои первые шаги, я понимала, что они абсолютно не нравятся, на них идет негативная реакция. Но тем не менее я все-таки делала. Я поняла, что я правильно иду в нужном направлении. Вот поэтому первое правило – не бояться, никого не слушать и делать то, что тебе хочется. Поверьте, аудитория сама вас сформирует в качестве хорошего блогера или плохого блогера или хорошего подкастера. И она сама даст вам оценку. А есть еще правила какие-то? Кроме того, что бояться? Нет, просто идти и делать. Пробуйте, да? Абсолютно. Все форматы, все варианты с текстом, без текста, с видео, без видео, криво или косо. Рано или поздно это даст возможность улучшать свою работу. И делать это с удовольствием. С удовольствием, да. Да, для себя в первую очередь. Да. Это совет уже от меня. Да, точно, абсолютно верно. Если ты не получаешь удовольствия ни от работы, ни от своих подкастов и так далее, ты никогда не будет результата. То есть торкнет тебя и торкнет, поверьте, слушателя, да? Хоть одного, но торкнет. Да. Это самое главное. Да. Подкаст создан при поддержке представительства IWPR в Центральной Азии в рамках проекта «Развитие новых медиа и цифровой журналистики». Содержание подкаста может не отображать официальную позицию IWPR, что очень важно. Спасибо большое. Пока. Спасибо. Пока.